Добрый вечер, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24. Я Петр Цепанин, как обычно, в ресторане «Мусхая» в гастростудии ресторана «Мусхая». Здравствуйте. Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. И к нам сегодня в гости пришел Алексей Семенов, предприниматель. Алексей, приветствую. Приветствую, приветствую. Как традиционно мы начинаем передачу. Большое спасибо, что согласился быть гостем передачи, это первое, пока не забыл. И второе, так как у нас все-таки передача с уклоном немножко на кулинарность, или может немножко, да, кулинарное ток-шоу мы его позиционируем. С чем ты к нам сегодня пришел? Что будем делать? Так, что будем готовить? Добрый день. Сегодня мы приготовим оленину, гриль, Вот так. стейк из оленины. Также приготовим салат мангал из овощей и голубичный острый соус к оленине. Да, этим хочу сказать, чтобы вот кавказское блюдо, да, и наше якутское блюдо, оно как бы, сочетание его. Попробовать такой микс сделать. Ага. Вот, надеюсь, все получится. Так, надеюсь, что все получится хорошо. И получается, блюдо какую-то некую историю имеет. Ты наверняка сам бывал в Кавказе, получается. Я люблю, скажем так, путешествовать с семьей. И вкусно поесть. И вкусно поесть, да. Я многие годы работал, скажем так, в Якутцементе, где вы все прекрасно знаете, что у нас там директором является Мамедов Алишзабит Аглы. Ага. И он меня приглашал в Баку, я несколько раз был там и полюбил просто... Туда же можно просто гастротуру устраивать. Да, просто можно туда поехать покушать. Ага. Да, это вообще такая красивая, современная страна. Баку вообще шикарный город. И какое там гостеприимство, это просто сказка, скажем так. Да? Это вообще тема для любой передачи. Да. Ага. Хорошо, сколько времени потребуется и успеем ли мы? Я думаю, что... Успеваем, да? Да, успеваем. Мясо там буквально минут, наверное, 10. Раз. Да, и салат мангал, чуть, скажем так, побольше. чуть Хорошо, побольше. тогда за разговорами, и тогда мы уже начинаем. Тогда Правильно? для салата нам что нужно будет? Да, для салата нам нужен будет перец, Так, баклажан. баклажан. Так, достаточно, наверное, одного помидора. Так, кабачок чуть-чуть. Всего, скажем так, всего понемножку. И потом зелень. Зелень добавим. Да, лука добавим. Нужно Хорошо. маленький лучок взять. И это. Так, Таким размером, да? Или как? Да, можно так, ага. Так даже лучше. Вы сообща тогда делаете, да. Алексей, второй традиционный вопрос, который я всегда задаю своим гостям. Чьих вы будете, откуда родом, расскажите немножко о себе. Да, я сам родился в Хану, в Моме. Мома? Да, всю Горы? жизнь... Да, горы. Чубуку? Да. Но всю жизнь прожил в городе Якутске, да. Жил я в Сайсарах, учился в 14-й школе. Вот, скажем так, раньше, помните, в советское время молодых специалистов отправляли, скажем так, в районы, чтобы они там работали, да, там на 3, на 5 лет. Армия, учеба, школа, производство, Да. армия, труд. И в итоге, когда схеме. отец у меня закончил училище, и его отправили работать в МОМу. Молодая семья поехала туда, где я благополучно там родился. Так. Но, к сожалению, моему сожалению, да, я, скажем так, родился, и буквально там месяца через 3, наверное, я приехал уже в Якутск. Вот. Сам того не подозревая. То есть, получается. Поэтому я вообще там ничего... В паспорте стоит МОМ. Да. Я, к сожалению, не помню, да. У меня есть... Было бы странно, если бы... Да, у меня есть мечта поехать туда. Ага. Поехать туда, на родину. Это же, все равно, как бы, где я родился, это родина моя. Я хочу поехать туда, посмотреть, ощутить, напиться, скажем так, энергией родной, да. Вот, это вот у меня мечта. Пока она не осуществилась. Мома славится охотой, я знаю, очень сильно. Да. Охота, рыбалка там вообще замечательно. Шикарно. У меня зять с Хану, поэтому, как бы...
Еще время есть. Да, Время есть. Надо пожелать удачи. Есть друзья, поэтому я как бы, все нормально. Я думаю, все. Все круто. Да, Ну, всё- хорошо. всё будет. 14-я школа, и потом что произошло дальше? Ну, учился я в 14-й школе, жил я с бабушкой, вот, обяото, как говорятся, да, Ага. и Рос воспитание. в любви. Да, скажем так, пока родители вот у меня ездили, еще жили в Малыкае, где у меня отец создал, Малка Нюрба. да, Нюрба. Ага. Ну, я там тоже где-то полгода жил, год. Вот. А так получается, что вообще у меня мать библиотекарь, да? Она всю жизнь проработала в библиотеке. Сейчас сидит на пенсии, воспитывает внуков. Надеюсь, скоро уже правнуки пойдут. Занимается своим хобби, там, рукоделием. Там. Сейчас. Нет, это не надо. Пока вот эти давайте положим. Перец, нет, лук не надо тоже. Вот это. И чуть-чуть замаринуем. Да? Чем? Соль, перец. И все. Масло? Это буквально, и масло, ага. Соль, перец, Да, и масло. Есть оливковое, есть обычное. Нет, обычно. обычное пойдет. Ага. Хорошо. Так. Это буквально маринад там буквально на 5-7 минут, чтобы она сок дала, потом уже будем запекать Баклажан его, можно да. посолить, надо потом горчить. Да. Вот, у нас, соль только. да, и отец у меня очень, скажем так, он работал методистом, вот, в Центре народного творчества. Это как сейчас, можно сказать, в продюсерском центре был продюсером. Но это в советское время было, да? Он помогал нашим мелодистам, да, народным композиторам, да, учил их нотной грамоте и переводил их, Сольфеджио. да, и их песни он переводил на ноты, делал сборники и распространял, скажем, по Якутии, да. И у него очень большое наследие, скажем так, песенное, которое республиканское, да, она, скажем так, сейчас, как основоположник там был. Вот. Сейчас бы сказали бы, продюсер ходит, да? Да. А раньше методист ходит. Методист. Да? Методист ходит. Вот. Поэтому он... Методист в культурном центре. Да. И получается, он объездил всю республику. Вот, Именно работая, да? вот Да, работая. именно работая. И вот он искал вот эти таланты наших народных, наших мелодистов. Поэтому сейчас вот он еще создал песенное, есть фестиваль такой песенный, да, «Мужское братство» называется. Это где мужские хоры выступают. Это раз в 2 года проходит в разных местах республики, да, вообще очень такой хороший фестиваль. Вот отец его начал, и как бы мы сейчас его продолжаем. Да, помогаем, да, Министерство культуры, Метод-центр, и вот вместе с ними мы как бы продолжаем это дело отца. Хорошо. И этот фестиваль тоже присвоили имя моего отца, Семенова Анатолия Николаевича. Вот. Это вот как бы такое Как бы прародитель, да. Он сам вилюйский, мама у меня городская. Так. Да, Ну, очень. то есть культурная семья получается. Ну, много книг, много песен. Да. И так Первый, я же был, дитё библиотекаря, да. конечно. Я постоянно после школы приходил к маме. Открытый абонемент в Да. библиотеке. Ага, отлично. Так, что надо дальше? Да, чуть-чуть пускай постоит, буквально там. Мы и как 5 жарить, минут. парить. Да, я думаю, может, запекем ее. Да, тогда я включу. Да. В духовку врубить, Включите, пока, да, пусть нагревается. Да. Вот. И первый, помните, в советское время это запрещенная литература раньше была же, да, там дети, Кажется. дети Арбата там и так далее. Это же самиздат раньше был, да. Потом ее начали выпускать в журнальном виде. Вот это. И я как раз подростком был, это середина 80-х годов. И я просто приходил туда и как бы в очереди стоял. И мама мне постоянно говорила, сегодня твоя очередь, приходи, будешь читать. Этот журнал никому не давали, надо. Ты приходил в читальный зал, сидел и читал. Вот я взахлеб там. И давали определенное время. Там ты, грубо говоря, в обед пришел, до вечера ты не сидишь за этой книжкой, да? Ты сидишь там буквально час. Потому что желающих было просто немерено. Там
так. Оленина, да? Да, Оленина. Да, давайте да вот пока. видите, как времена меняются. Сейчас у нас Facebook, Instagram, там и все Да, это, социальные да, сети, да, да. интернет, все в открытом доступе, а раньше вот, да, насколько была тяга к информации все равно. Да, абсолютно. Получается, По- да. Потом, ну, как бы, я же сын библиотекаря, и первые книги я читал, а потом уже По блату. одноклассники. По блату. Да, нет, ну там все приходили, все записывались, у всех. Раньше же в библиотеку очень много людей ходило, вообще просто Тематика там очереди, да, Да. а информации не было, книги особо не продавали, поэтому дефицит был. У меня даже история есть с книгой. Я, когда учился в Москве, у меня сестра училась в аспирантуре в Питере, в Ленинграде. И как-то я пришел к ней, ну, в субботу, в воскресенье, я к ней ездил там, к ней. Имбирь нужен был, да? Да, имбирь На что? это к соусу. А, соус, да. Остренький делать, да? Это идет к салат мартау, Салату? это мы к оленине. Угу, хорошо. Поближе оставлю. Вот, и я приезжаю в Питер, и сеструха мне говорит, ну она тоже как студентка же, да, аспирантка, Так. и такая говорит, Леша говорит, Сизи, говорит, там на Невском есть магазин, говорит, книжный, да, ну как бы чуть-чуть израсходовались денег, чуть-чуть нету, вот, ну, эта книжка уже не нужна, продай, говорит, книжку. Я довольный такой, взял, сел в метро, поехал, короче, прихожу, а там такой, ну, как рынок. Возле книжного магазина стоят ну, торговцы, все эти, которые, да. стоят торговцы, которые продают книжки. Раньше как у нас барахолка была? Ну, типа Что- барахолки, что это да. такое? Ну, это 89-й год. Ну, конечно, Да, да. я прихожу Самый, такой, самый расцвет, да. да, я такой прихожу, довольный такой, прихожу, говорю, типа, книгу купишь? Он говорит, куплю, говорит, покажи, говорит. Ну, я показываю одну книжку, там, я не помню, как название. Ага, он говорит, ну, сколько, говорит? Ну, я открываю, смотрю, а там раньше, помните? Рубль 50. Да, типа рубль 50 там. Я помню, она стоила там 2,75 что ли, ну, что-то такое. Ну, говорит, вот, говорю, стоимость же есть. Как бы не дешево, да? Да, Ага. он такой говорит, да, все, говорит, беру. Вот тебе трешка, типа, все. Сразу, да. Ага, я взял, что. Прихожу домой, короче, к сестре, говорю, 3 рубля, говорит, заработал. Ну, продал, говорит, за 3. Ты что, говорит, за 3 рубля? Она стоит 25, говорит. Я говорю, да ладно, говорю, а что ты мне не сказал это, говорю? Ну, говорит, видишь, вот тоже Ничего себе. опыт предпринимательства, скажем так, в советское время. Вот так и выживали. Как там, чтобы знать, сколько чё стоит, да? Да. Ну, значит, редкая книжка какая-то была. Ну, видать, я, честно слово, сейчас уже не помню. Ну, видать, какая-то редкая книга. Поэтому сестра говорит, надо было за 25 продавать. Немножко маслом смажем, да? Так, с маслом. Стейки готовить мне у нас себя. Вот, да, у нас сразу лучше посолить и поперчить. А то некоторые говорят, вот есть же спор, да, среди кулинаров, поваров, да? Солить Когда во время- солить, в конце Да, или- когда солить, в конце или нет? Ну, я считаю, что стейк нужно солить сразу, перед жаркой. Тогда она... И перчить, да. Да, и перчить, и солить. Тогда она получается такая, ну, классная корочка. скажем Двоих так. мнений может быть здесь, Семен? Не, ну... Да, есть такие у нас вопросы. Есть такие оригиналы, да? Нет, вообще, это смотря Какое мясо, наверное. какая часть А, ну стейка может с малым процентом жира. Или какой именно стейк это будет, с каким маринадом. Нюансов много. Нюансов Ну, много. мы, как говорится, Ну, ничего делаем... зазорного нет в том, чтобы посолить прямо сейчас. Так? Да. Но перчить, по-моему, надо раньше. Ведь перед жаркой. Мы вот также ее посолим. А потом же считается, что стейк должен подойти, Да. там что-то такое. Не, есть же такое мнение, да, вот я его тоже придерживаюсь, да. Наши продукты, которые вот местные, да, это рыба, мясо, да. Ну, якутские. Да, якутские, скажем так, да. Их же невозможно испортить. Очень сложно. Очень сложно испортить, да. Свежую рыбу, мясо Да, испортить это практически же невозможно. Ну, элементарно, соль, перец, битте, Битте. да, Ну все. да. Это вообще, ну, шикарно. Если только она позапрошлогодняя, то А, уже ну тогда да, соусы там, ну, всякое, там, да, добавлять, чуть-чуть, там, да, да, или чуть-чуть. там в подвале пролежала, да, ну там прошлогодняя дичь, тогда да, можно всякие соусы. Ну, а так, Ну а тогда я тоже считаю, что нечем портить соль, перец. Это и вот все, так. вообще отлично. И она- Наверное, мы его в самом конце, да?
Да. Быстренько, раз и сразу. Да. Это как раз 3 стейка, настроя нормальные. И- Все мощные ребята, вы сегодня немножко как бы это, может быть, останется, Да, может И, быть, нет. как сказать, сделаем средней прожарки, да? Да. Как, Чуть-чуть крови, оленину да, можно. как говорит один мой хороший друг, он говорит, Валдан. А, Вместо well done, он Well говорит, done, well done, да, well done. Валдан говорит. Волдан. Мы сидим в ресторане, ну, спрашивают, вам какой Вам прожарки? какой прожарки? Да, Он он говорит, говорит, Валдан. Мне говорит, Валдан, говорит. Ясненько. Слушай, ну, продолжая разговор о тебе, да, где ты учился, как, что, вот, Да, трудовая ну, деятельность как началась? Да, ну, после школы я поступил в Московский институт на инженера-эколога. Чем обусловлен был выбор? Наверное, это одни Вроде из как, ну, первых экологов У названия. нас же всегда так, как, ну, влияние родителей, да, ну, немаловажно. Нет, Не было? у меня родители, Свободно. да, насчет этого вообще. Не Да хоть глухие, рок не гитаристом, Да, ну, занимайся лишь бы, ну, занимайся только тем, чем позволено, ну, скажем так, Законно, законно. законно. Да. А все остальное не важно. О, можно туда? замечательно. Да, маринованные Горячие спорохи. овощи у нас будет гарнирчиком. И, по-моему, перец добавил, да, если я не Да. ошибаюсь? Да. Добавил немного перца. Это буквально на 15 минут, да? Да, как подойдет сразу. Да, как раз к концу, когда у нас стейки будут. Так, мы за это время сделаем соус. А, салфетку. И соус пошел. Да, соус. Мы отвлекаемся все Да, время. ну, Учеба да, на эколога. Да, учеба на эколога. Вот я поехал учиться. Ну, к сожалению, я вот честно признаюсь, да, я не смог сдать химию. Когда я год отучился, первую сессию я сдал, вторую сессию, и вот во второй сессии у меня, к сожалению, химию я не смог сдать. Вот. Я ее со школы не любил, потому что у нас было учителей химии, наверное, 4 или 5 лет, все разные. И даже, Менялись и- да, я даже одно время, вот в советское время, что странно, да, у нас где-то полгода, наверное, вообще химии такого предмета даже не было. Так. Да, поэтому какое-то отношение к химии у меня вот, ну, я не думал, что на инженера-эколога там химия нужна, если честно. Оказалось, что нужна. Я-то сдавал математика, русский там и иностранный язык, да, а тут пришел, а там химия, оказывается. Ну, первую сессию-то я еще с грехом пополам химию сдал. Ну, по всем остальным предметам все нормально было. Там начертательная геометрия там, и так далее. Там, все, Ну, в общем, все четко. Академ. Да, Академ. да, в итоге я взял академ, Так. ага, приехал в Якутск, поступил сразу на работу. Вот, я работал санитаром в оперблоке, в республиканской больнице ты. клинической. Вот, у меня такой опыт даже есть. Вот, ну и потом в итоге я решил, что, наверное, я буду поступать в другое место, а вначале схожу в армию. И в итоге вот поработал, пришло время уходить в армию, и я ушел в армию. В армии я служил в Хабаровском крае, на севере. Всех закаляете? Замечательные года, скажем так. Поэтому, наверное, сейчас же тренд идет того, что все хотят служить. Наоборот, да. Да. Есть такое. Вот одно время было такое, что никто не Все хотел. косили. Да, все косили, а сейчас уже все идут. Я поддерживаю молодежь в этом. Парни правильно делают. Надо отслужить, долг родине отдать, скажем Ну, сейчас так. отношения уже в обществе Да, другое. но и к тому же у нас же идет, скажем так, допустим, потом на карьере это сказывается. Ну, да. Да. Где-то даже очень помогает. Ну, Да. При поступлении Да, на да, работу. да. Ну, то есть, При выборе определенных позиций, профессий, то да, Да. это уже плюсом идет, Да, конечно, да. для ну, в потенциального силовые, работодателя. да, в силовые уже, наверное, не пойдешь, да? Уже не берут, наверное, да? Без армии. Да, ну никак. Да. Госслужба, может быть, там вопросы Вопросы появятся. появятся, да. да. Поэтому такое дело. Так, другая учеба. Другая учеба. Другая учеба, но потом уже я после армии женился. Так.
Вот, и поступил на юрфак. Как в этом да, произведении это классическом. Учиться или жениться? Учиться или жениться? Так жениться. Ну, у меня сразу в один год все произошло. И успел и жениться, и поступить. Вот, учился я на юрфаке в ЕГУ. Ну, это уже осознанный выбор был, скажем так. И очень мне помогла, наверное, моя супруга. Да, потому что она меня как-то ну, мы за разговорами, ну, что нужно, ну, как бы. У меня мысль была, это же 90-е. Это же 90-е годы. Да, 90-е Тогда годы, это- реально все хотели стать либо экономистами, либо юристами. Это факт. Ну да. Я тоже в 90-е годы поступал. Да, либо Такая- предприниматели. Такая Да. тенденция была, да. Да. Либо все хотели быть крутыми бизнесменами. Да. Вот. Ну, я прошел, поступил, год отучился на очном. Вот, ну, так как у меня уже семья, надо было ну, как-то выживать, поэтому я перевелся на заочное, на заочную форму обучения. Вот, уже потом у меня и дочка родилась, и, ну, надо было работать, содержать как-то семью. Вот, поэтому это тоже такой выбор был. Ну, закончил часть заочно. Что вы, Семен, добавляете? Ну, я вот добавил немножко тимьяна, И морскую звезду. Из Не морская бадьян. гвоздика. А, да? Ладно. И Я думал, лук мы да. обжариваем на масле, затем мы добавили сахар, мы его сейчас карамелизуем, добавили 1 зубчик чеснока. Это, говорится, основа нашего соуса. Голубичного. Да, Ух ты. Да, острый. Это гвоздика. бадьян. Ну, где Бадьян. пасется олень, Бадьян. там всегда растет голубика. Поэтому это как бы ну, Да. так и надо. То есть в тему получается. Да, в тему, ага. А Ты есть любишь, получается, готовить? коронное Да, блюдо есть? очень. Коронное блюдо? Да. Ну, не скажу, что коронные, но я готовлю. Вот у меня супруга допоздна работает, да. Ужин я всегда готовлю. Ну надо же. Да. Каждый день изо дня в Золотой день. вы человек. Ну, потому что супруга работает до 8, до 9, поздно приходит. Приходится, Голодная приходит, а я, ты раз ну, и- да, я раньше прихожу с работы, поэтому, ну, Вино. В стакане. в слева. стакане. А, вот это? Все, так. Вино у нас Так, есть мы немножко. немножко добавим вина. Ага. Ну, вот это интересно. Ох. А если еще коньяка добавить и поджечь, Тоже верно. да? Тоже можно, Еще, да? наверное, да? Да. Надо попробовать. Так, секунду. Такой золотистый цвет же от лука, да, который? Да, все Да. верно. Сахар, лук. Ну сахар карамелизировался, лук. Да, да, да. Есть же ну, у некоторых мужчин есть мечта такая, да? На пенсии открыть свой бар и быть барменом. Да? Есть. Стоять, протирать барную стоечку, стаканчики. Твои друзья приходят и начинают там новости рассказывать тебе, да? Да. Один ушел, другой пришел, и ты как центр, да? Сидишь с друзьями. Замечательно. Это разговор о мечтах, да? Зашел у нас уже. Да. Но у нас вопросы есть, да, но это должен был быть У следующий. меня у многих такие есть. Ну, многие. Да, у многих такая мечта. Поэтому, Ну, пока работа. ну, пока работаем, конечно. Потом уже я начал работать на производстве, ну, то есть в производственной фирме, ну, а работал юристом. Вот Это Якутцементе. Да, в Якутцементе это ну, одно, ну, флагман, скажем так, промышленности Центральной Якутии. Да, одно из самых больших предприятий Центральной Якутии. Да. Я когда работал, скажем так, акционеры там были государство в лице Министерства имущественных отношений и господин Амосов Александр Иванович. Вот. Замечательное время. Я очень, скажем, рад и благодарен судьбе, что я туда попал работать. Вот. И мне это дало очень много, скажем так, опыта, друзей. Ну, вообще, ну, многое в жизни дало, работая на производстве. Хотя я работал же, у меня были представительские функции, да, юридического плана, там, представительские, Вот госорганов. миску маленькую передать. Ложку? Маленькую миску и вот блендер. Блендер. Итак, уже соус подходит, по-моему,
Да, у нас своему логическому Да. окончанию. Да, сейчас самый важный момент, один из важных моментов будет. Подключить? Да, подключай. Измельчение происходит, да? Да. Сейчас соус Я знаю, это будет выглядеть. превращается. Соус превращается. Вот, замечательное блюдо. Вот, но я говорю, что это очень многое дало мне в жизни. Да, и я очень благодарен. Все вообще замечательно. И потом уже, когда работаю юристом, мне уже, скажем так, акционеры и Алиш Забидович, он мне, ну, скажем так, рекомендовал в работе нового производства. И мы создавали на базе Якутцемента новое производство. Это изготовление железобетонных плит, которые применяются для дорог, для аэропортов. Вот. И мы заключили в то время очень важный контракт с «Газпромом» на поставку этих плит в Силу Сибири. То есть наш труд, наш, скажем, конечный продукт, он лежит на дороге Чаянду. Вот, 157 километров, 158 плиты. километров. Плиты, да? Да, плиты. Сейчас эти плиты есть во многих местах в Якутске, в городе Якутске. Мой товарищ совсем недавно строил подъездные пути к паромной переправе. Скорее всего, ваши плиты тоже Да, лежат. вот эти плиты, Да? вот, Ну вот, абсолютно верно. Это мы были пионерами. Да, это было 2000, ой, дай бог не соврать, 15-й год. Вот, 15-й, где-то 14-15 год. Вот, когда начали Силу Сибири строить, вот мы заключили контракт. Пригласили очень опытных людей. Это с Самары, с Нижнего Новгорода. То есть, которые уже имели опыт. Да. Вот. С Владивостока и вот всеми способами. И также с Якутска, да, у нас очень были хорошие взаимоотношения в плане вот, ну, изготовления вот этого, да, это Япниса. Это, ну, наш институт, Исследовательский институт, да. да, научно-исследовательский институт строительства. Вот, с ней, У нас время подходит. да. Так, Сейчас заключительная фаза, самая главная, пожалуй. Да. Подготовительные работы проведены. Так, у нас гарнир, соус и стейк пошел, да? Да, сейчас. Слушай, Алексей, а нынешняя твоя деятельность тоже связана с производством, да? Расскажи, пожалуйста, об этом. Да. Ну, производство, оно же как, ну, если грубо говорить, это как наркотик, да? Ты один раз попробовал, ты уже не можешь отказаться от этого. Так. Ну, по крайней мере, как я чувствую, да? Потому что это ты созидаешь, ты видишь конечный результат. Через какое-то время. Ты ставишь цели и достигаешь. Ты делаешь вот эти вот всю эту подготовительную работу, и в конце ты получаешь результат. Крутой результат. Ты видишь его, ощущаешь, и он востребован, он нужен людям, да? Вот это чувство конечного продукта, это очень, ну, это вообще, ну, шикарные эмоции. скажем так, да. Реально как наркотик, да? Да, это вообще ты, ну, кайфуешь от этого. Да, все, поднеслась. Понеслась. Да, у нас буквально 3-4 минуты, да? Да. С каждой из сторон. Можно И убрать. всё, и все будет. А это не нужно же, да? Или потом? Нет, не надо. А, хорошо. Вот, и поэтому я вот одно время работал чиновником, попробовал себя быть чиновником, да, но вот у нас, видите, в нашем, скажем, в нашем обществе, да, к чиновнику очень плохо относятся. Ну, все, большинство своем, да, Ну, говорят, что... диванные войска считают, что это, ну, Да, вообще, вот, зажрались, первое слово. Да, вот Да, даже, ничего не делают, их слишком много. ну да, Да, ничего не делают, зарплату получают, ну и так далее. Живут за да. счет нас. А что они вообще делают? Да. вот ключевые. Но вот эти. я вам скажу, да, вот я работая в окружной администрации, да, в структурах окружной администрации, я понял, что там работают люди, пахари. Они, ну, реально они работают. Они работают для людей, чтобы людям было, ну, полегче, покомфортнее жить и так далее, да. И это абсолютное большинство людей так. Специалистов, вот все там работают с утра до ночи.
Ну, то есть, получается, они Без выходных практически как даже. бойцы невидимого фронта, которые Да. работают, ну, Да, они же забывают о своих семьях даже. А. Приходит вот девушка, допустим, ну, молодая мама там и так далее. Она ребенка там приходится ради работы, вот, допустим, бабушке там отдать или еще что-нибудь. Она приходит только вечером. Приходит там, с детьми поиграет, утром опять на работу уходит. В субботу, воскресенье опять приходится ну, то работать. есть, как бы больше там, и, получается, за идею. Да. Или Я, как? я думаю, да. Ага. Я думаю, да. Слушай, ну вот, когда ты вот рассказываешь, да, можно принять решение, что ты человек, которому несложно даются принимать жизненно такие решения. Ну, видишь, ты там работал, тут работал, да, ну, то есть по разную сторону баррикад. Легко даются решения такие? Ну, Менять жизнь? ну, я не скажу, что легко, да, но вся наша жизнь это же учеба. Это как завещал великий Ленин. Учиться, учиться и учиться. Ну, Да. да. Это всегда Мы без такое этого идет, никак. да, да. И я очень рад, что на моем пути встречались очень замечательные люди, да, с которыми я до сих пор дружу. Там, ну, руководители, да, там, предприниматели большого, ну, крупного масштаба, да. Я у них учусь, разговаривая, видя их работу, видя их цель, достижение этих целей, да. Это же все воспринимается через учебу там, и так далее. Поэтому я ну, ни разу не пожалел о том, что вот у меня жизнь туда-сюда бросала, скажем. Вот. Ну, это здорово. Да. И тем более, если говоришь, до сих пор хорошие отношения, тоже о том-то говорит, что ты не уходил оттуда, сказал, ладно, я пошел, и как бы, да. Тоже немаловажно, да? Там, Слушай, наверное, у нас готово. уже или нет? Да, я выключил уже. А. Овощи я выключил. ну пока Сейчас ждем. зажарим стейки. Дожарим и все сервируем, да? Да. Что ты думаешь о молодежи, Вот которая я вот хотел сейчас... спросить, вот это для чего нам нужно было? Не, вот это надо было тоже туда кинуть, я забыл. А, да? Да. Давайте. Да. Сейчас И мы должны были порезать, но сделаем без порезки. Просто... Погреется. Да, Да. Помидоры можно так, можно и это. да, да, да. Там уже, кстати, это, немножко уже подготовилось уже. Что думаешь о молодежи, которая промышленность? Вообще, какая тенденция? Да, ну вот в прошлом году я познакомился, ну скажем так, не познакомился, меня позвали работать в Нерюнгринский район. У меня там есть родственники, я вот с родственниками поговорил, они попросили, так как у меня есть, ну, какой-никакой опыт, скажем так, работы, и вот мы решили, что нужно будет, ну, как бы начать там в Нерюнгринском районе работать. Да, и вот сейчас я работаю в Вельгау-Угле. Да, у нас есть там маленький контракт. Я скажу, что мы пионеры, которые заключили прямой контракт с самой компанией. Большой компанией, Да, да. большой компанией. Обычно Так. же это субподряды, Да. субподряды там, Да. и так далее, да. А тут как бы прямой контракт. Я благодарен руководству Эльга Угли, что ну, дали возможность работать. Ну, работаем. Надеюсь, не подводим. Мы работаем на подготовке карьеров. Поэтому работают все местные ребята. Вот. Новые рабочие места, получается, да? Да, где-то мы создали порядка 15 рабочих мест, это 15 семей. Вот, в основном работает, конечно, молодежь. Вот, и то, что вот это у нас идет, скажем так, программа «Молодежь-промышленность», да, Да. это очень круто. Я вот про это Да, спрашиваю. это вообще очень круто. Это крутая программа. И я думаю, что она даст потом плоды, хорошие плоды. У нас будут свои там, опять, как раньше, там, Десяткины там, и так далее. Они вырастут и будут возглавят компании большие. Работая в Нерюнгринском районе, да, в Венгрии, да, фирма у нас зарегистрирована в Венгрии, работаем с местными кадрами. И я вот начал понимать, ну не то, что начал помогать, да, вообще цель это большая цель, да, это же все-таки сохранение традиций КМНС, коренных малочисленных народов Севера, да, потому что и ингринский, национальный иринкийский наслед, он один из первых, который вот создал для себя, создал вот этот национальный наслед, один из первых в Якутии, вот, и это очень даже такое
И вот даже одно время, да, я слушал, ну, сейчас я изучаю, да, вот эти все моменты, да, про оленеводство, про коренных малочисленных народов Севера, да. Я все это изучаю и надеюсь, что какой-то, конечная цель это все равно помощь, да? Это помощь. Вот, ну, скажем так, большая цель. Большая цель. Вот. И я рад, что, вот, допустим, есть акционер Эльга Угли, да, Авдалян Альберт Аликович, да. Вот он даже одну такую сакраментальную вещь сказал. Он говорит, нет оленя, нет овенка. Он это понял. Это факт. Да, это факт. Ну, это часть И- культуры. Да, это часть культуры. Да. И сохраняя, возрождая и сохраняя оленеводство, да, мы сохраняем культуру, да. язык, можно сказать даже этнос, сам этнос. Поэтому это такая большая цель. Сейчас у нас есть пару проектов. Один проект уже начал работать. Это мы тундровых оленей с Устьянского района привезли в Венгру. А там таежная зона, то есть там вид оленей другой. Да. И вот мы хотим посмотреть, приживутся они или не приживутся. Обычно по-русски говорят, маскыла говорят. ага. Да. Вот. А второй проект это загонное оленеводство, который будет совместно с Авдаляном, совместно с Минсельхозом, совместно с Венгрой, родовой общиной Исток будет реализован, скажем так, вблизи территории Эльгинского угольного разреза. Вот. И это должно быть соседство такое, сохраняя. Тут и производство, тут и... Да. Мы должны жить в добрососедстве. Да? Мы должны понимать друг друга, вести равноправный диалог. Только тогда мы можем сохранить и культуру, и природу, и экологию нашу, да? В какой оно есть. Вот даже кто-то один из таких людей больших людей сказал о том, что коренные малочисленные народы Севера для нас, для человечества сохранили 20% биоразнообразия неосвоенных промышленностью территорий на Земле. Да. 20%. Это коренные малочисленные Нетронутыми, народы, да. нетронутыми. Да. Это они сохранили для нас. И мы должны это понимать и, сохранять это все. Сохранять, беречь. Да, сохранять, беречь. Все должно быть так, в рамках. Понятно, что идет освоение, что идет да. прогресс, но все же мы должны жить, скажем так. Так, вот это добавим. Правильное слово ты подобрал, добрососедствие. Да. Итак, Мы добавим кедровые орехи. так, орешки. Ну что, пора сервировать? Да. Пора пробовать. Мне кажется, Зелень получается, надо добавить, да? Да. Зелень чуть-чуть. получается вообще шикардосина. Семен, в доски? Доски. На доски? Да? Да. Так, это мы просто хайду грибы. Так, можешь пока... Подожди, пока не делай. Мы сейчас его... Семен сейчас подготовит. Ну и, скажем так, заключительный вопрос. Ну, Алексей, ты рассказываешь, много-много работаешь там, тут, да. Реально складывается впечатление, да? А как ты отдыхаешь? Или отдыхаешь ли вообще? Не-не-не. Тогда как работа для тебя как наркотик? Да. Ну, когда работа в кайф. Ну да, и отдыхать Это вроде и как. работа, и отдых. Ну, грубо говоря, да? Ну. Вот. И, отдыхаю я обычно на природе. Все мы любим очень природу. Я сейчас живу за городом. Вот. А Частный дом, так, конечно, традиционное для мужчин северян это охота, рыбалка. То есть вот сейчас время конкретно. Да. Вот сейчас мы как вот раз... предвкушение, Да. подготовительные работы, походы в магазин. Очень да. большая подготовка идет, да. Слышь, новые сапоги вышли. Вот, Да, вот эти моменты. да. Абсолютно верно. Шикарная вещь. И Рекомендуют самое... новые патроны. Да. Купили ли, прошили и так далее. Успели ли купить? Да. Ну, самое еще такое, это же... я не такой крутой рыбак, скажем так, да, охоту я люблю. Охота это на водоплавающую. Ага. То есть я на большую... Охота по Перу, да. Да. На большую охоту я, раньше ходил, сейчас, к сожалению, уже нет.
Вот, О, да, вообще красота. Да, а вот на уток, это, на гусей, это как, ну, как здравствуй. Да, о, отличная прожарка получилась. Да. Да, Семен Мастер. Семейный мастер, да. Medium rare, да? Rare. Да. Rare, medium rare. Ну что ж, Не Валдан. Не Валдан, но Не Валдан. Так, ну, сейчас с соусом она вообще на улет идет. соусом, да, с голубичным, да, с овощами, ё-моё. В жизни, да, очень много мелочей, да? К сожалению, мы иногда не обращаем внимания на эти мелочи. К сожалению, да? да. И эти мелочи в жизни, в жизни да, в обычной жизни они прощают. треба Вот, передать. а на производстве мелочи могут не простить. Ну да. Поэтому производство, оно тебя дисциплинирует, да, и вот Когда, понимание- особенно когда цикличный процесс, циклические Да, циклы, конечно, да, конечно. что-то где-то сбой, все. Да, все уже. Винтик Одна, где-то одна открутился. шестеренка открутилась, Да, всё. уже все. Хапах, как говорится. Ложку. Еще раз? Ложку. Ложку? Да, пожалуйста. Вы говорите громче, не бойтесь. Пришел готовить, Да-да-да, а приготовился да, практически. приготовился Семен, а я даже чуть-чуть, даже не прикоснулся. Семен иногда увлекается, и он вообще большой мастер. Хорошо. Так, мы добавляем соус. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, и сюда, наверное, овощи тоже надо. Давай я так помогу Нет, тебе. овощи сюда не надо. Почему? Ты не будешь? Я А, все, понял. Так, И не вот фотку это просто сделаю обязательно. снимаю. Ну что, Пробуем? долгожданное время, пробуем, ребята. Мне кажется, этого не может быть невкусным. Сразу на мясо нападаю я. Семен, ну шикардос. Шикардосина, да. Ну, иначе быть не могло. Ну, как Алексей приготовил-то, хочешь сказать? Да, очень вкусно. Ну вот традиционная наша северная кухня, да, и традиционное кавказское блюдо, да. Вот сочетание этих двух, ну микс, ну необычно, но очень вкусно, да. Согласитесь? Здорово. Алексей, Да. еще раз спасибо тебе, что был гостем. Ну и традиционно, да, третья традиция у нас, обязательно дать гостю слово для пожеланий нашим телезрителям. Как вот твои ощущения вообще в целом от передачи, тоже можешь сказать? Да, Если ну, вдруг... ну, очень, дорогие друзья, ну, очень рад, что был сегодня в гостях у Петра и у Семена. Замечательно, вроде вкусно приготовили. Вот, ну, пожелаю вам, самое главное, здоровья и учитесь жить просто и вкусно. Чтобы Степану не досталось. Брусничный еще круче оказывается, чем Голубичный? голубичный. Маннака джахаби. Вот здесь Валдана ведь. Ты же орех не это, да, поэтому. Ну что ж, друзья, я Петр Цепандин, Алексей Семенов, Семен Тарбахов. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Мы на этом потихоньку с вами прощаемся. Будьте здоровы, мирного неба над головой. Ну а мы что? Мы Продолжаем. что? Да. Да. Мы наслаждаемся. Мы наслаждаемся Какие прожарки? и продолжаем кушать. Какие прожарки? Нет, мне вообще.